Лидия Петровна обожает внука Сережу. Она уверена, мальчик необыкновенно одарен и ждет его большое будущее. А чтобы это будущее приблизить и раскрыть таланты, водит его на шахматы, купила абонемент в детскую филармонию, записала в художественную школу и подумывает про бальные танцы. А вот зять Лидии Петровны, Алексей, твердо уверен, что мальчишке все эти интеллигентские нежности ни к чему. Надо заниматься спортом, боксом, борьбой, хоккеем, чтобы в жизни за себя постоять. После очередного спора с тещей Алексей, человек несдержанный и резкий, заорал: «Не дам парня портить, это не мужское воспитание. Чтобы ноги вашей в доме не было». Лидия Петровна, конечно, возмутилась, дверью хлопнула, а дома долго плакала, давление поднялось, врача пришлось вызывать. Но человек она отходчивый, да и внука любит. Позвонила, чтобы помириться. Зять трубку снял и грубо сказал, что он отец. Все права на воспитание ребенка имеет и не разрешает парню с бабкой видеться, потому что она своим дурацким воспитанием его только портит. Казалось бы, все совсем скверно. Но Лидия Петровна, несмотря на возраст, человек современный. Она уже давно пользуется услугами Европейской юридической службы. Достала свою карту «Адвагрант» и набрала знакомый номер, по которому ей в трудных случаях уже не раз давали хорошие советы. Юрист объяснил, что действия зятя незаконны. Ребенок имеет право на общение с близкими родственниками, и бабушка, конечно, в их число входит. В общем, получается, что права ребенка нарушены, и можно обращаться в суд, решение которого определенно будет не в пользу хамоватого папашу. Лидия Петровна человек мудрый, по телефону больше звонить не стала, а написала зятю Алексею вежливое письмо, в котором подробно пересказала все, что объяснил ей юрист. Зять от объяснений этих поостыл. Не дурак, он понимает, какое решение суд примет и сколько неприятностей на его голову свалится. Вот и решил миром с тещей договориться. Пусть шахматы, пусть рисование и филармония, но к этому еще и хоккей. Лидия Петровна против хоккея не стала возражать. И теперь видится с внуком, любимым своим, ежедневно. И зять с ней вежливо здоровается. И правда, худой мир лучше доброй ссоры.